В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Озвучу основные события уходящего дня. В этом году в столице республики планируется реализация 15 проектов. Айсен Николаев встретился с главой города. О чем шла речь на встрече? С 1 января этого года вступили в силу новые правила оказания амбулаторной онкологической помощи. Расскажем о нововведениях. В социальных сетях распространились видеокадры, на которых запечатлели затопленную нечистотами квартиру. Подробности аварии. В Нерюнгринском районе размер родительской платы за присмотром и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях увеличен. Расскажем подробности. Якутский ювелирный дизайнер Мария Ефимова победила во всероссийском конкурсе. Ее украшение является частью эксклюзивной экспозиции на Красной площади. Расскажем о работах дизайнера. Глава республики Айсен Николаев обсудил вопросы реализации мастер-плана Якутска на рабочей встрече с главой Якутска. Об этом в этом году в столице республики планируется реализация 15 проектов, в том числе строительство 3 школ и 2 детских садов. Будет продолжена реконструкция ряда улиц города и дальнейшее расселение аварийного жилья. Глава Якутии поручил на более системной основе проводить работу по транспортной реформе. Также правительство республики поможет городу в дальнейшем обновлении общественного транспорта. Айсен Сергеевич обратил внимание мэра в необходимости ускорения расселения нескольких аварийных домов 17-го квартала, из-за которых замедляется строительство социальных объектов нового микрорайона «Спортивный». 3 школы у нас будут строиться в рамках долгосрочного комплекса плана в 2025 году, 2 детских сада. Ну и вопрос стоит по строительству учреждений культуры. Необходимо также отметить то, что обсудили вопросы реализации дальнейшего обновления общественного транспорта, подвижного состава автобусов и реализации программы 3-го этапа переселения программы из ветхого аварийного жилья на территории города Якутска. Размер ежегодной денежной выплаты почетным донорам России и СССР в этом году составит 18 207 рублей. Эта сумма была проиндексирована на 4,5% и не облагается налогом. Выплаты будут производиться 1 раз в год до 1 апреля. Чтобы стать почетным донором, необходимо выполнить одно из следующих условий. Сдать кровь 40 раз, из них цельной крови не менее 25 раз. Либо всего 60 раз, из них цельной крови не менее 1 раза и не более 24 раз. Также 60 раз и более сдать плазму крови. За годы реализации национального проекта здравоохранения больницы Якутии получили 331 новый автомобиль, в том числе 92 машины скорой помощи и 19 мобильных передвижных комплексов. Как отмечает в Минздраве Якутии, мобильные передвижные комплексы облегчили задачу медиков по профилактическому медосмотру и вакцинации якутян, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Автомашины распределены во многие медучреждения Якутии и задействованы для выездов в отдаленные села, для перевозки пациентов, транспортировки лабораторных материалов, лекарственных препаратов. С 1 января этого года отделения амбулаторной онкологической помощи районных, центральных и городских больниц перешли под непосредственное управление Якутской республиканского онкодиспансера. Что изменилось, расскажет Вероника Таюрская. В 2019 году в рамках национального проекта здравоохранения были открыты центры амбулаторной и онкологической помощи. Они работали на базе центральных районных больниц и городских поликлиник и подчинялись непосредственно учреждениям здравоохранения. С 1 января текущего года все отделения стали называться филиалами Центра амбулаторной онкологической помощи и отныне подчиняются Якутскому республиканскому онкологическому диспансеру. Данная тенденция, она у нас распространена по всей стране. Цель, конечно же, самое главное, это минимизировать сроки обследования пациентов с подозрением на злокачественное образование, да, максимально сократить сроки лечения до заболевания. Централизованная закупка лекарственных препаратов, она приведет к бесперебойному обеспечению лекарственных препаратов в наших филиалах ЦАУП. В филиалах Центра амбулаторной и онкологической помощи пациенты могут получить лекарственную и иммунную терапию, химию и таргетную терапию.
При необходимости пациенты по направлению будут отправлены в сам якутский онкодиспансер. К чему мы стремимся, конечно же, это все понятно, да, это улучшение, в первую очередь, диагностики. Диагностические мероприятия будут происходить в основном в условиях нашего онкологического центра нового, да, где имеются все возможности выявлять именно на ранних стадиях. Это мощная аппаратура, МРТ, КТ-аппаратура, УЗИ-исследования. Эндоскопический центр у нас с этого года начал работать. Это все обследование будет производиться именно, происходить на базе онкологического диспансера. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 районов и 4 городских филиалов Центра амбулаторной и онкологической помощи якутского онкодиспансера, способные выявить злокачественные образования на ранней стадии и продлить тем самым жизнь пациентам. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Решением суда житель Якутии осужден за оказание финансовой помощи украинской террористической организации к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Задержан работник алмазодобывающей компании, неоднократно осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского вооруженного формирования с использованием криптовалютных средств. Злоумышленник преследовал цель оказать финансовую помощь подразделению ВСУ в проведении ими разведывательно-подрывной деятельности против безопасности Российской Федерации. Для этого он вступил в группу в социальных сетях, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств. Возбуждено и расследовано уголовное дело. В Якутске осужден 37-летний мужчина за гибель девочки при обрушении бетонной плиты. Трагедия произошла в сентябре 23 года. Конструкция упала на 4 детей, и 9-летняя девочка погибла. В больницу с разными травмами доставили 5-летнего мальчика и 2 7-летних девочек. Как сообщает прокуратура республики, в июне 23 года мужчина увидел объявление о продаже крыльца и договорился о его получении безвозмездно при условии самостоятельного демонтажа и вывоза. Он приступил к работам без наличия проектной и рабочей документации, не оградив территорию, привлекая родственников для выполнения работ. После завершения работ часть крыльца осталась перед жилым домом у детской площадки. Мужчина был осужден к 4 годам лишения свободы. В прошлом году в республике зафиксировано 13 583 преступления, что на 7,8% больше аналогичного периода 2023 года. Рост преступности отмечен на территории 18 городов и районов республики. Наиболее существенно в Якутске, Нерюнгри, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском и Хангалакском районах. Снижение уровня преступности наблюдается в 17 муниципальных образованиях, в том числе в Алданском, Жиганском, Алекминском, Оленёкском и Аймяконском районах. С использованием информационных и коммуникационных технологий совершено 4588 преступлений. Рост составил 29,8%. В результате мобильного мошенничества пострадало более 2000 жителей региона. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 1 миллиард 120 миллионов рублей. Выявлено органами правоохраны 719 преступлений экономической и 239 коррупционной направленности. Пресечено 583 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 19% всех зарегистрированных в регионе преступлений совершено в общественных местах. На днях в социальных сетях распространились видеокадры, на которых запечатлели затопленную нечистотами квартиру. Инцидент произошел еще в первые дни января, однако за устранение аварии принялись совсем недавно. Ситуация разбиралась Сарглана Неустроева. После празднования Нового года мать 2 детей Алена Авакшина решила проведать свою квартиру, купленную в ипотеку 3 года назад. Увиденное повергло женщину в шок. В этой квартире уцелел разве что потолок. В критический момент затопления высота сточных вод здесь достигала практически 7 сантиметров. Стоимость ущерба оценили в 300 тысяч рублей. И это при том, что на сегодня собственница жилья вынуждена не только выплачивать ипотеку и аренду съемной квартиры, но и откладывать теперь уже на очередной новый ремонт. Всего за 2 недели начала года квартиру затопило 3 раза. Первые обнаружили случайно, а вот последующие стали уже следствием бездействия управляющей компании. Как отмечает хозяйка квартиры Алена Авакшина, ее звонки и просьбы устранить неполадки общедомовой канализационной системы просто проигнорировали. Ну, как мне сказал директор, он сказал, что он все праздничные дни был, оказывается, в офисе. И со 2 числа я диспетчера долблю, там звоню, говорю, чтобы мне кого-нибудь прислали. Я даже не знаю, что делать. Весь мир застыл.
В выходные дни ни до кого не достучаться, не дозвониться. Там, где просто письма принимают, я туда писала, оставляла, уходила. Естественно, все после праздников только уже начали мне звонить. Причиной затопления в управляющей компании назвали засор общедомовой канализационной системы. И это при том, что основной ремонт здесь был завершен еще в октябре прошлого года. Сюда начали завозить бытовую технику и уже планировали заезжать. И, к слову, в акте о последствиях залива от 10 января комиссия черным по белому написала, что причиной аварии стало замерзание стояка канализационной системы, а не ее засор. Пояснить это разногласие съемочной группе телеканала в управляющей компании отказались. Впрочем, может, прокуратуре специалисты все-таки смогут дать четкий ответ. Прокуратура города Якутска организовала проверку по факту аварии на коммунальных сетях разлива канализации в доме номер 110Б по улице Чернышевского города Якутска. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения управляющей организацией требований жилищного законодательства, в частности, работы аварийно-диспетчерской службы, своевременности реагирования на заявки жителей, а также требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома. Алена Авакшина признается, на роскошный ремонт в свое время денег у семьи не хватило. Все материалы брали по скидке, искали где более выгодно. Сейчас за такие деньги уже не вернуть даже то, что удалось сделать. Надежда осталась только на бытовую технику, рабочее состояние которой после таких банных процедур еще будут проверять. Ремонт мы делали потихонечку. Тоже кафель мы купили в самом дешевом магазине. Не самые дорогие, но сейчас я уже не знаю, сможем ли мы найти такие просто. Поэтому я очень сильно по этому поводу волнуюсь, чтобы тоже не ударяло по карману очень сильно. Как отметили в службе эксплуатации городского хозяйства, подобные потопы для Якутска не редкость. Так, любая влажная салфетка может привести к канализационному коллапсу во всем доме. А еще в разного рода неполадках работы коммунальных служб принято винить якутские морозы. Только в этот раз на них почему-то не ссылаются. Сарглана Неустроева, Стас Потапов, Якутск. В третьем квартале прошлого года граница бедности в стране составила 15 679 рублей. Численность населения с доходами ниже этой статистической отметки не превысила 8%. В следующие 5 лет правительство планирует уменьшить уровень бедности до 7%, а к 2036 году сделать его ниже 5%. По сравнению с позапрошлогодними показателями, численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2024 года уменьшилась на почти 1,5%. Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Как сообщили в пресс-службе Палаты, рассмотрение документа будет происходить в приоритетном порядке. С 1 февраля этого года размер материнского капитала будет проиндексирован на фактической инфляции, которую Росстат определит уже в январе. Прогнозная сумма выплаты составит 676 тысяч рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка при усыновлении его рождения до 2020 года. При рождении или усыновлении второго ребенка с 2020 года мат-капитал в прогнозном размере составит 893 тысячи рублей. В Нерюнгринском районе размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях увеличен согласно постановлению районной администрации. Наша съемочная группа узнавала все подробности. Постановление об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, вступило в силу 1 января текущего года. Так, теперь в группах с дневным пребыванием детей до 3 лет плата составит 148 рублей в день, с 3 до 8 лет – 173 рубля в день. Ежегодно у нас есть приказ Министерства образования Российской Республики Саха-Якутия, где устанавливается средняя плата, которая высчитывается из мониторинга, повышение на продукты питания, повышение на товары потребления, расходная часть, которая идет туалетная бумага, но и другие предметы, необходимые для организации деятельности ребенка в детском учреждении. Есть средняя сумма, которая устанавливается министерством, и согласно этому приказу мы раз в год повышаем тоже, если это есть приказ появляется, мы обязаны тоже повышение родительской платы повышать и в наших детских учреждениях дошкольных. По словам работников детских дошкольных образовательных учреждений, большинство родителей с пониманием отнеслись к этой вынужденной мере.
Информацию об оплате за детский сад родители приняли достойно, нормально. То есть они понимают, что повышение цен – это нужно. Продукты дорожают, условия дорожают, доставка дорожает, детский сад продуктов. Поэтому все хорошо, обычно приняли. Отметим, что установленный размер оплаты за присмотр и уход за детьми в детских садах Нерюнгринского района не будет меняться до конца текущего года. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. О самых заметных событиях в Ленском районе расскажут наши коллеги в еженедельной подборке новостей. Давайте посмотрим. Первая рабочая неделя после новогодних каникул в Ленске началась активно. Несколько дней проходил муниципальный этап Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В спортивном мероприятии приняли участие команды со всех школ города. Борьба за право представлять район на республиканском уровне шла нешуточная. Жарко было не только на баскетбольной площадке, но и на тренерских скамейках и зрительских трибунах. Команда парней из третьей школы снова обошла соперников с приличным отрывом. Ребята рассказывают, что они не сомневались в своей победе. Все школы хорошо работают, но мы работаем дольше уже над нашей командой, поэтому мы стали лучше. Теперь командам предстоит в начале февраля представлять наш район на соревнованиях по КС-баскету в Якутске, где соберутся сильнейшие баскетболисты школьной лиги со всей республики. Каждые выходные на Ленском катке многолюдно. Катаются все, от мала до велика. Тем более, что в этом году поступила новая партия коньков – 40 пар. Хватает всем. Крытый каток – излюбленное место провождения и семейного отдыха всех ленчан. Около пункта проката не бывает пусто. Несмотря на то, что сегодня в наличии 100 пар коньков, многие сидят в ожидании, пока освободится нужный размер. Уже много лет прокат инвентаря является бесплатным. Ленчане отмечают, что это очень удобно. Так очень удобно, бесплатно, главное, очень здорово. Катаемся. Вот дочек поставила, сынишка подрастает, тоже научим. Обязательно и в хоккей отдадим. Обязательно. Это так здорово. Движение, спорт. Вообще здорово. Очень много на катке молодежи. На льду они находятся часами. Мне тут очень нравится. Сюда приходим с друзьями, с семьей. Очень долго тут катаемся. Очень нравится. Также каждые выходные работает лыжная база с бесплатным прокатом тюбингов и лыж. В заключение несколько слов о конкурсе. Городской парк культуры и отдыха города Ленска стал лидером в голосовании всероссийского конкурса Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По проекту предусмотрена вторая часть реконструкции любимого места отдыха ленчан. С сегодняшнего дня объявлен сбор идей и предложений. Все жители могут предложить свои варианты реконструкции, а также в вопросе можно рассказать, как каждый проводит время в парке, что нравится и чего не хватает. При разработке проекта все мнения будут учтены. Мы должны в этом году не только успеть сделать и утвердить дизайн-проект, но еще и выполнить проектно-сметную документацию. Когда мы создаем новые общественные пространства с участием жителей, чем больше участия, тем удачнее получается результат. Напомним, что 5 лет назад был проведен первый этап благоустройства парка. Здесь появились детские спортивные площадки, пешеходные и велодорожки, кафе и игровые зоны для детей. Второй этап будет не менее масштабным. С таких событий началась неделя в Ленском районе. О ряде последующих мы расскажем в следующем выпуске. Якутский ювелирный дизайнер Мария Ефимова победила на всероссийском конкурсе ювелирного искусства «Россия-21 век». Теперь украшение нашей землячки является частью эксклюзивной экспозиции исторического музея на Красной площади. Наша съемочная группа пообщалась с дизайнером и узнала, какие еще ее работы удивляют столичную публику. Кольцо созерцания – это настоящее произведение искусства. Сплав розового золота, титана, бриллиантов и турмалина. Жюри конкурса «Россия-21 век» покорили эти необычные линии и цвета. Правда, автор дизайна Мария Ефимова не сразу поняла, что победила. Дело в том, что витрина с ее украшением никак не была обозначена комиссией после осмотра. Мне открывают витрину, я забираю украшение, уже все сложила и иду на выход. Тут другая женщина мне такая: постойте, вы куда? Я говорю: ну, в смысле куда? Домой? Такая: вы же первое место заняли. Я говорю: так у меня зеленой бумажки нет.
Она говорит, первое место ручкой пишут. Конкурс действительно был серьезный. 1200 изделий привезли в Москву ювелиры со всей страны. И такой интерес не случайен. Смотр был организован Гохраном России и Министерством культуры. Его главной целью является поддержка и популяризация отечественного ювелирного искусства. А все победители стали частью масштабной выставки «Россия. Любовь моя» в историческом музее на Красной площади. Ювелиры сегодняшнего дня не так хорошо известны широкой публике, как, скажем, имя Фаберже. Надо показывать сегодняшних мастеров. Эти сегодняшние мастера достойны того, чтобы их показывать. Кольцо от бренда Марии Ефимовой победило в номинации «Исполнительское мастерство ювелирной техники». И дизайнер уверена, без своей команды она бы не добилась такого успеха. У меня здесь в мастерской работает 3 ювелира. Вот это кабинет Рустама Юнисова, мастер по работе с титаном №1 в России. Сейчас мы с ним делаем браслет, вот он еще не совсем готов. Можно же, да, его это? Это ленские столбы, а вообще браслет называется «Сон шамана». Форма камня напоминает глаз. Мария Ефимова занимается ювелирным дизайном лишь 5 лет, и за этот период ее работы стали настоящим феноменом среди ценителей драгоценностей. Ее неповторимый стиль сочетается со смелыми конструкторскими экспериментами. Причем она не забывает и о своих якутских корнях. Это стилизованный ленкебегер, мунха называется. Он трансформер. То есть гривну можно носить отдельно, а эта часть становится браслетом. Горячая эмаль, имитация невода, чтобы поблескивали чешуйки, бриллиантики. Это еще одна работа, навеянная традициями народа Саха – браслет алгыс. Титан, золото, крупные бриллианты, а внутри якутские руны. Это украшение заметили не только на родине. После выставки в Милане его захотели в своей коллекции многие европейские галереи. Но сегодня насладиться им можно только в России. Максим Кардозу, Виктор Ольцев, Москва. Авторские техники плетения изделий из бисера обсудили мастера из разных районов Якутии и регионов России. В рамках выставки смотра «Бисер Севера» прошел межрегиональный семинар «Орнаменты национальной одежды и утвари народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», собравший как народных умельцев, так и начинающих мастеров. Свои доклады представили ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сооран и сами мастера. Семинар прошел в гибридном формате, как в очном, так и в заочном формате. В столице республики стартовало первенство Якутии по русским шашкам среди юношей и девушек. В Якутск приехали лучшие игроки из 13 районов. Чтобы выявить сильнейших участников, предстоит пройти 9 туров. Подробнее в сюжете Тимура Колмогорова. В первенстве принимают участие 313 шашистов. Выявление победителя и призеров первенства проходит в 5 возрастных категориях по турнирной системе на выбывание. Участники соревнуются в быстрой, молниеносной и классической программах. Соревнования проходят у нас по системе, швейцарской системе, 9 туров. Сегодня у нас проводится быстрая программа 8+4. Это отдельные соревнования. А завтра у нас будет молниеносная программа, это 3+2. А послезавтра у нас будет уже классическая программа. И во всех этих соревнованиях у нас определяются победители. Так что один ребенок может там занять 3 золота. Среди участников присутствуют как молодые игроки, так и кандидаты в мастера спорта. Альбина Колодезникова занимается шашками еще с 3 лет и регулярно выступает на соревнованиях различного уровня. Уже в своем возрасте она может стать мастером спорта по шашкам. Шашками занимался мой отец профессионально, он сейчас мастер спорта. И вот в детстве он тренировал, ну и взял меня тоже. Я вот уже работаю на мастера, мне хватает рейтинга. Сейчас надо среди взрослых хорошо сыграть и выполнить. Кроме того, среди участников играет Саина Иванова. В столь юном возрасте она является 2-кратной чемпионкой по стоклеточным шашкам в России и чемпионкой всероссийского турнира «Ангарская осень». Да, как 4 года уже. Когда я пришла первый раз, мне они понравились. Я поняла то, что я хочу заниматься этим спортом и хочу стать чемпионкой. На данный момент Якутия является наиболее развитым в плане шашек регионом. Республика подготовила 17 гроссмейстеров, более 70 мастеров спорта. А сейчас шашками систематически занимаются порядка 8000 детей. Среди взрослых возрастов там у нас очень хорошие результаты. Так,
Например, Никонорова Юлия стала чемпионкой России среди женщин в прошлом году. Егоров Айсен, он уже несколько раз становится чемпионом Республики Саха-Якутия в высшей лиге, где играют все гроссмейстера. Также вот, уже студентки Опротимова, Федорова Тунара, они очень хорошо себя на чемпионате мира. Вот Федорова Тунара первое место заняла. Победители и призеры первенства станут известны в это воскресенье. По итогам всех туров чемпионы старшей и младшей возрастных групп, помимо медали и кубка, получат право представлять республику на всероссийском первенстве в марте месяце в городах Ярославль и Самара. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а мы с вами встретимся завтра.